Ну что, ребята, всем привет. Весна в самом разгаре, ребята. Ну просто уже жесть. 12-15 днем, 5 ночью. Снег тает, ребята. Благо в этом году снега очень много. Есть еще, ребята, лазейки, где можно выскочить на лед. Я живу недалеко от речки. И, в общем, есть информация, что на пляжу вышел елец. Время 12 дня. В общем, хочу съездить на вечерку. Сделал дела свои быстренько и приехал в деревню. Взял термосок, ящик, бур, комбайны, ребята, наживочку. Ну, попробую сейчас пробраться. Правда, канавы, которые проходят по полям, они полные воды, ребят. Туда, если попадешь, все, край, там 100% утопишь собаку. Ну, факт в том, что она небольшая, но очень глубокая. Попробую сейчас прокарабкаться. Вот уже виднеется огород, ребята. Открывается полностью. Вот сейчас и пойдем. Как-нибудь попробуем. Первая преграда — это сразу же здесь от дома канава, и заливает вот здесь всю полосу. Какие-то года по весне вода из речки доходила прямо до этих кустов. В этом году, наверное, то же самое будет. Но это мы посмотрим. Ладно, давайте, ребят, попробуем прокатиться, позагораем. Оделся вообще, вон футболка, летние штаны, курточку накинул. Давай мы вороной. Последние покатушечки твои остатки. Попробуем, ребята, пробиться. Не знаю, получится, не получится. Вот, буранки просто падают. Вот так валишься. Труба, короче. Снега еще очень много, ребята. Очень много снега. На полях уже начинают топить все. Вот я уже вижу моменты, выходит вода. И вот эти канавы, которые идут сбоку, они полны воды. Короче, поехали, братва. Уходящего сезона. Буранка валится, ребята. Просто карабкается как можно. Здесь пляж. Ну вот, впрочем, тут мелочь поклевывает. Красота, жара такая стоит, ребята. Выскочил, в общем, на лед. Сейчас выставлю комбайны, наверное, вот так в ряд. Посмотрим, что получится по комбайну. Ну и на удочку также попробуем. Бур мой 130-й. Бур мой 130-й. Так, немножко надо отойдем. Где-то примерно отсюда начнем. Вот так вот. Первый, второй. Попробуем. Лед просто, ребята, на глазах тает. Так, комбайн и черпак.
Термосочек взял. И взял наживочку. Наживочку. Червь опарыш. Сейчас мы посмотрим. Погнали. Ну некуда будет втыкать, конечно, комбайн. Вот только вот этот шелуха вот это останется. Ручьи гремят, ребята. Все. Закрытие у нас уже. За первый выставил, но он такой более у меня лайтовый, так скажем. На ельцов там крючочки небольшие. Ну а здесь уже крупные крючки. В общем, посмотрим. Может и голавлик какой ударит. Посмотрим. Сейчас выставлюсь быстренько. Не знаю, 3 на пробу поставлю и на удочку пойду. На удочку мужики он ловят мелочь. Но охота яйца крупного. Ставить буду на червя. Вот так вот. Первая мормышка, как обычно. Тоже большая. 2-3 грамма. Вот течение уже весеннее большое. И вот поводочки. 2 поводочка еще. Опачки. Вдруг какой-нибудь елец кабан хапнет. Сейчас как раз с Лариской готовим автоклав. Вот если поймаем сегодня, то как раз сделаем тушеночку рыбью. Блин, ручей, конечно, гремит прям. Опа. Есть. Так. Вот и второй готов. Погнали. Не успел поставить. Третий уже поклевка, ребята. Это мелочь, скорее всего. Она надоест. Он что делает? Вон что делает. А этот поближе стоит, нифига. А этот сразу зазвенел. Прикольно. Я взял комбикорм, кормачок. Не дает поставить. Долбит и долбит. Нету никого. Нету, ребята. Просто мелочь какая-то. Да, надоест она, хлопцы. Надоест. Посмотрим, если будет сильно клювать-то уберем, наверное. Так, друзья, ну что, тяжелая артиллерия, самодельный кармак, вот такой у меня, и просто получается комбикорм чуть выше, а снизу уже луночка моет, и вот частички летят, хорошо работает кармак, можно и летом его использовать, летом и зимой. Вот такой мелкий, гранулированный. Разбухает и огонь. Короче, можно сыпать все что угодно. Вон, смотри, что делает. Просто херачит.
так вот. Мне луночку его. Все, на дно. Вот на дно. А здесь на поводочек ставим. Вот такой маленький крючочек. Грузило 2 грамма. Это специально на течение рыбачить. Небольшой киочек. Леска 0,1. И тот, ребята, гнет. Просто тот загибает. Я говорю, не даст. Опарыши большие. Как раз на один крючок. Раз, вот так. Все, погнали. Очень удобно. Грузило тяжелое. Быстро сносит. И дно находит. Мормышка, потому что тут не найдешь глубину. Он даже нашел. И пускай немножко снесет ее. Все. Знаете, что делать, ребят? Загибает просто. Это мелочь. Явно мелочь. Мы, наверное, на крючок больше наловим сейчас. Он что делает, а? И тот гнет. Этот гнет, тот гнет. Ну, что-то попалось. Теперь что-то попалось. Ох, какая сорога, ребят, смотрите, на комбайн. Вот это что, можно ловить. Отлично. Съела все. Сорога-то, ребят, конская. Смотрите, какая сорога, ребята. Отлично. Сколько грязи-то, ё-моё. Есть контакт. И на этот. Крючки, конечно, здоровые. Но что поделать. Не предусмотрено у меня на маленький рыбку. Ну, первая, которая попалась, хорошенькая, конечно. Вот такую даже завялить можно. Та мелкая, ну средняя, так скажем. Удочку сносит и, блин, много грязи, ребята. Вот тот, допустим, ближе к берегу молчит, а эти сразу звенят. Короче, 5 штук ставить тут смысла нету, только бегать буду. Рыбка бегает, хорошо ходит. Ладно, попробуем на удочку что-нибудь поймать. Елец. Елец, ребята. А что, даже как будто не клювал. Не звенел. Добавлю еще один. Пока вроде нормально успеваю. В общем, по одной рыбке на комбайн есть уже. Сейчас мы продолжим, братва. Сейчас мы продолжим. Вот так вот. Не успел поставить поклевище. Вот и ельца, конечно, крупного. Блин, столько грязи, конечно, ребята. Ужас просто. О, кто-то есть. Какая сорога. Крючки острые. Секется за губу сбоку как-то. Нормально. Так тоже пойдет. Так, у меня уже 4. Отлично. Отлично. Интересная рыбалка на комбайны. Погнали. Дальше. Вот такую сорогу можно ловить. Прикольно.
Вот это жара, ребята. Лед, смотрите, просто на глазах тает. Я вот хожу, просто мнет его подо мной. В общем, этот что-то не звенит особо. Но я его начал проверять, ельчик небольшой. Вот эти два работают прям великолепно. Звенят бесконечно. Вот, смотрите, ребят. Только его перепроверил. Ну, вот такие удары и все. Мелкая рыба. Вот что делает. Ну и рядом вот еще чуть дальше поставил еще один. У меня еще один есть, 5-й. Ну, блин, крючки не те, ребят. Если бы я знал, я, конечно, наладил бы маленькие крючочки. И чтоб он глотал сразу. И можно было гирляндами доставать, мне кажется. Потому что она бы хватанула, засеклась. И вторая бы рядом засеклась. Уже можно было по две подоставать. Ладно, что, вечер у нас длинный еще. Посидим, покайфуем. Я взял сало. Взял термос. Хлебушек. Короче, нормально. На удочку надо еще что-нибудь, ребят, найти. Ну, он звенит. Вот как его подсекать, не знаю. Попьем чайковского, ребят. Блин, тут даванул, проезжал. Обратно где-то там надо будет вылетать. А Чайковский у нас заряжен. Шикарно. Ох, ребята, весна. Скоро лед пойдет. Грязи сразу. Махом. Грязи махом. Вот она, ребята. Мелкая, конечно. Живет самый то, блин. Искал, где-то ездил. А под боком места есть. Не проверяешь. Андрей Викторович. Ну, техника появилась-то, конечно. Ближние точки уже не рассматриваешь. Куда-то едешь все равно. Она и тут поклевывает. Ну, правда, уже конец сезона, естественно. Здесь течение меньше. У него чешка тут поклевывает, смотрю. Мелкая сорожка. Ну, кошки пойдет. У нас гости тут пришли. Ребята тут тоже, смотрю. Ну что, тут деревня рядом. И нормально. Пешком можно дойти спокойненько. А мне-то тут вообще огородом, и я здесь на месте. Я же заглотил, ребят, смотрите. Вот сегодня с Лариской нажарим, наверное, свеженькую. Свеженькую, сладенькую. Так, чисто, штук десяток выберу себе покрупнее. Курочкам, да. Кто-то курочкам ловит. Я захотел винтом, а потом Коля позвонил. Коля говорит, там, блядь, ловят килограммы. А я хотел доехать
Мелкая, конечно. Мелкая. Мелкая, мелкая. Что-то тоже выходит поинтереснее. Сорожка. Ну, на комбайн поинтереснее, да. Покрупнее. Что там? Тихо. Ну, да, на поводке здесь уже, кажется, лунки. Вон какие машки хорошие. На мормышку, кстати. Звенит. Вот какая мышка ушла. Ушла. Здоровые на комбайны, конечно, клюют. Крутые. Ну все, друзья, буду собираться. 5 часов мои приедут. А на пару часиков съездил. Так что на жареху поймал. Сегодня у нас плотва жареная, свеженькая. Комбайны. Надо бегать. Какая-то рыба идет. Ну вот, в общем, что-то такого, ребят. Макара. Вон, видите, что делается. Плотвы много. Короче, ну покрупнее. На удочку мелочь. Ну проскальзывает тоже средненькая. Короче, поймал. Нормально. Что, ребят, такую можно жарить. Пойдет. И лес, правда, один попался. Сейчас я беру рыбку, тут везде раскидано. Поедем жарить. Ладно. Мужики еще сидят. Рыба клюет. Вечером по-любому будет что-нибудь интересное. Ну так, прокатился, разъелся. Так, надо еще выскочить как-то, ребята.
нету, ребята, просто одно название. А вот мой дом уже. Чё так не ездить на рыбалку, да, ребята? Красота. Поля уже открыты. Водичка, водичка, везде вода. Мужики пешком ходят. Но тут тоже подзатопило все, ребятки, смотрите. Опа. Ручеек. Вода уже везде, ребят, смотрите. Опа, я дома. Вот так вот клево, говорит, вот так нормально. Все, уже огороды открываются. Все, прибыли. Да, немножко популькался там. Но как быть? Нормально. 12, ребят, тепло. В футболке можно лазить, охренеть. Ну, получается, буквально был вот там, за этими кустами, ребят. Видите, как у меня хорошо. Выскочил и на льду. Уже многие проехать не могут. А я здесь до последнего. Ладно, сейчас прям тут рыбку почищу. Чтоб уже дома там не чешуить. Только мы с конем по полю вдвоем. Только мы с конем по полю вдвоем. Хорошо в деревне летом. Пахнет сеном. Это что, ребята, назначает? Поймал, приготовил, съел. Рыбешка еще живая. А вот что назначается свежачок. Вот что назначается свежачок. Сладенькая сорога.